Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Мы наконец-то зарегистрировали новый PayPal, и теперь его новый адрес d.volodina@mail.ru. Обратите, пожалуйста, внимание, адрес написан в конце ролика в реквизитах. Хочу вам рассказать сегодня о коте Филе, которого мы пытаемся лечить, продлить ему жизнь. История его трагична, но поражает то, с каким упорством Фил борется за жизнь. Мы, конечно, тоже помогаем как можем жить, выжить. История началась еще осенью в Якутске, когда кота принесли на усыпление в клинику. Принесла сама хозяйка. Кот наш Фил, видимо, когда-то жил в неплохих условиях. Но не могу сказать, что любили. Скорее всего, любили свою мебель, потому что ногти передних лапок его были удалены. Кот молодой, года 2-3. Но откуда столько проблем со здоровьем? У него и панкреатит, холецистит, диффузные изменения печени, почки и еще сахарный диабет, который зашкаливает. Просто восстановить лечебным ветеринарным кормом не получается. После всех анализов и УЗИ нас направили к эндокринологу. С чего-то же надо начинать разбираться. Но, увы, даже сильные боли, которые коты переносят молча, терпеливо угасая, эндокринолог не снял, не помог, не предложил, ничего не сделал. Но зато он предложил стационар, чтобы разобраться, чтобы обследовать. Так все досконально, не беря во внимание наши анализы из другой клиники, из другой лаборатории. Им не хочется разбираться в анализах и лабораториях других клиник. Он предложил свой стационар по цене 25 тысяч в сутки. А находиться там надо примерно неделю, а может и больше, как покажут анализы. Как лечить животных? Им только остается умереть. Поэтому делаю попытки своими силами лечить, слушать советы тех, которые уже это проходили. Пытаюсь снизить сахар. Если кто-то с этим сталкивался, хотя бы говоря о сахарном диабете, то напишите, посоветуйте. Да, конечно, возможно, ему не все можно, в связи с тем, что у него много других болячек. Но хотя бы свою точку зрения выскажите, напишите. Может, что-то удастся сделать. Пока только покупаю лекарства, колю. Колоть надо в одно и то же время, а это значит вечером, поздно. Он продолжает не есть, не пить. Приходится кормить принудительно, потому что он должен есть, и нам сказали, что кормить надо обязательно. Поэтому вот посмотрите, как из шприца бульон вливаем. Все так непросто. Но мы стараемся. Делаем уколы, принудительно кормим. Руки опускаются, вот когда с таким сталкиваешься. А кот-то какой замечательный, добрючий. Был даже зимой игривый. За неделю похудел на 1,5 килограмма. Жалко смотреть, ноги даже подкашиваются у него. Друзья, если у кого-то есть опыт лечения кошки от сахарного диабета с очень высоким сахаром, 17-29 единиц, посоветуйте, как вы лечили, потому что руки уже опускаются. Вот измеряли сегодня глюкометром, 29 единиц показывает сахар в крови. Болячки вот эти мажем вытяжкой из кораллового дерева. Малыш, вот такой вот корм, насильно даем корм, потому что голодным он быть не должен, как нам объяснили.
вот из этих пакетиков из шприца. Добровольно он не ест и не пьет. Вот этот корм он тоже не ест. Сухой, естественно, не ест. Ну, в общем-то, любой лечебный корм он не ест. Да, малыш? И как тогда быть? Если у кого-то есть опыт, есть что посоветовать, посоветуйте, пожалуйста. Очень хочется продлить ему хоть сколько-то жизни. Когда мы забираем собаку с улиц Якутска или из ППЖ, рядом с ними существуют другие их сородичи. И вот, забирая одного, в голове как заноза те, кто был рядом, кто тоже заглядывал в глаза. Так всегда бывает. И ты понимаешь умом, что ты не Бог и всех не спасти, но они всплывают в памяти периодически, и ничего с этим не поделаешь. Друзья Бинго – это пара белых собачуль. Она осталась там. И вот эта пара не выходит из головы. Тем более одному требуется помощь врачей. Мы назвали их Робин и Симона. Робина и Симону взял к себе передержать Игорь. Начались ежедневные поездки в клинику на промывание, лечение. Робин, у которого была то ли прострелена лапа, то ли еще что-то, обследовали, вроде не показалось сначала что-то страшное, но потом... Мы знаем, какие терпеливые якутские собаки. Он стонал, кричал, вызывало все это беспокойство. Вверху еще, по-моему, дыра, да? Тихо-тихо, вон. До сюда давай. Пойдем. Иди, нет, стой. Иди сюда, заходи. Иди. Ой. Заждалась. Стой. Ой, заждалась. Ой, 2 часа не было. Ой, заждалась. Ой. Дай ему запрыгнуть. Вот так вот они тут резвят. Ой, заждалась. Ой, да. Любовь. Ой. Пока одна из врачей не решила сделать рентген. И оказалось, у Робина сложный перелом, застаревший, со смещением. И каждая манипуляция причиняет ему жуткую боль. Боль этому мальчишке, который так терпеливо то наступает, то не наступает на ножку. Операцию там, в Якутске, делать не берутся. Перелом старый. Воспален сустав. Есть опасность загнивания костей. Вот что делать? Возможно, заражение может начаться. А я здесь, в Москве, не могу даже прокормить тех, кого вывезли ранее. А там в Якутске вот такие сложные ситуации. Все, что остается, это надеяться на вашу помощь. И успеем ли спасти и вывести Робина? Пока он на антибиотиках. Но нужно срочно вывозить. И нужна операция здесь, в Москве. Друзья, отзовитесь, пожалуйста. Спасение в Якутске остановилось, и это не моя вина, это наша беда. Посмотрите на этих малышей. Запуганные, несчастные, и я бессильна. Сердце сжимается, глядя на них. Их участь известна и трагична. Знаете, самое страшное, когда не знаешь, что же делать. Просто остается молча, закрыть глаза, пройти мимо. Не смотреть на эти фотографии, на эти видео, как они бегут к человеку, цепляют за ногу, как они хотят на ручки.
а ты должен пройти мимо. Нет возможности никакой. У меня в Москве здесь большие финансовые проблемы. Мне неловко напоминать постоянно про то количество собак, которое есть на моем кураторстве. Видимо, надо прекращать спасать. Если я не смогу содержать здесь вывезенных спасенных, значит, я не спасу никого из новеньких.